Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: кто не может вас забыть? Загадывайте, пожалуйста, на себя. Не надо ни о ком думать, только лишь о себе. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, смотрите, стоит он в центре. Хороший мужчина, симпатичный мужчина. Рост выше среднего и лицо какое-то такое, знаете, вот улыбающееся, светлое лицо. Знаете, бывают такие хмурые, сумбурные лица, бывают веселые, улыбающиеся, светлые. Вот у него светлое лицо, он такой жизнерадостный человек. Вот он вас никак забыть не может. В вашей голове есть образ этого человека, но он, знаете, как мелькает, как бликом проходит. То есть вас, скорее всего, этот человек как-то не зацепил, либо не оставил серьезного следа в вашей голове, в вашем сердце. А вот вы в его оставили. Я бы даже больше сказала, скорее всего, поселились в его сердце. Смотрите, с этим человеком у вас совсем недавно произошла встреча, произошло знакомство. Скорее всего, в обществе каких-то людей. Может быть, у кого-то в гостях, может быть, как случайный попутчик, может быть, какое-то массовое мероприятие, праздничное мероприятие. Вот где-то были вы и был он. Там он вас увидел, и там, скорее всего, у некоторых из вас и было знакомство. Вы как-то не особо обратили на него внимание, а вот он залип, девчонки, и прям даже немножко испугался этого, потому что с ним такое, скорее всего, впервые произошло, либо впервые за многие-многие годы, ну, с того момента, как он был мальчиком, да, мальчиком-подростком. Очень-очень вы понравились, особенно понравились ваши глаза. У вас, кстати, очень прекрасные глаза. Ну вот я говорю его мыслями, да? Очень прекрасные глаза, очень чистые, нежные и открытые. И вот он прям утонул в ваших глазах. А еще голос он ваш выделяет, какой-то необычный тембр голоса, как волшебный голос, как такой, как магнитом тянет, да? Манкий голос у вас. Прям ему очень-очень понравилось. Он так и не решился, девчонки, к вам подойти. Все думал, все хотел, собирался силами, возможно, даже что-то выпил для этого, но так и не решился, так и не смог. Вот как будто бы попа и ноги приклеились, и не смог он поднять свою попу, не смог оторвать ноги от пола, и не смог к вам подойти, но очень сильно этого хотел. Он вас ищет, девочки, он вас ищет. Если вы встретились в одной компании, наверное, ну, как справки наводит о вас, да, среди там общих знакомых, общих друзей, он-то вас найдет, только сможет ли он к вам подойти, решиться. Вы на него производите какое-то волшебное действие. Он зачарован и тянет, но боится. Так, по поводу этого мужчины, что вы должны знать? Ну, что он такой нерешительный, пусть это вас не пугает. Это он только в отношении вас такой нерешительный. По жизни он активный, по жизни он веселый. Не могу сказать, что пробивной, но тем не менее, как не мытьем, так катаньем он своего добивается. Может быть, не так быстро, как другие, но тем не менее, на правильной дороге он стоит. Мужчина мне идет какой-то, как не местный, либо он из округи. Ну, допустим, вы живете в одном городе, а он когда-то приехал из какой-то близ лежащей деревушки, да, сам не городской, деревенский.
Также может отыграться, что он, будучи там студентом, когда-то давным-давно приехал в ваш город. Ну, как не местный мне идет. Вот. А что касается его финансового положения, звезд неба не хватает, но обеспечен. Обеспечен. У него семья богатая. Ну, там родители, другие родственники, там деньги есть. И не могу сказать, что он этим пользуется. Нет, но это хорошая такая подушка безопасности. И в случае чего, как бы, мальчик не останется на улице, а вы, соответственно, тоже. Смотрите, почему я говорю про него и про вас? Потому что вижу, что этот мужчина будет землю рыть для того, чтобы вас не только найти, но и добиться. Это его идея фикс. А он такой парень, упрямый. Вот чего ему захочется, очень-очень захочется, он всего этого добивается. На это могут уйти месяцы, к сожалению. Но, тем не менее, он всегда за результат. Время для него не важно, важен результат. Первая цель – это вас найти. Вторая цель – это вас добиться. Добиться. Представляете, как вы будете удивлены через пару дней, встретив мужчину, который вам начнет рассказывать, как вы познакомились, а вы такая: ну что-то я тебя смутно припоминаю, да, но так что прям очень я не помню. А он вам там и комплименты, и 5-10, и звать вас куда-то начнет. Ну, будет весело. У кого-то прям так и отыграется в течение нескольких дней, но у кого-то в течение нескольких недель. Но все равно он вас найдет. Все равно встреча неизбежна. Да, это будет выглядеть как случайная встреча, но поверьте, случайная она будет только лишь для вас, да, либо для отвода ваших глаз. Он вас нашел, он вас найдет, он все это спланирует, он все это организует. Давайте буду говорить как есть. Ну, слишком вы хороши, слишком произвели на него впечатление. Он, кстати, давно уже был в поиске не просто подруги жизни, да, там, любовницы, либо женщины для личных встреч. Ему нужна жена. Жена. Вот именно ищет себе жену. Ему прям очень хочется обрасти семейными связями, пустить корни, да, создать свою семью. У кого-то из вас отыграет то, что он раньше был женат. Но это было давно. Да? Давно и неправда. Нет, ну шучу, конечно. Да, было давно. Там, скорее всего, ничего такого нет. Ну да, они могут общаться, если особенно общие дети есть. Но так, что прям чувства, эмоции либо часто встречаются, нет, такого нет. Абсолютно свободное сердце, вернее, было свободное сердце. Теперь в этом сердце только лишь вы, девочки. Смотрите, когда вы сойдетесь с этим мужчиной, либо начнете общаться с этим мужчиной, какая-то из ваших подруг, ну, просто этого не выдержит. Либо ей тоже понравится этот мужчина, либо она на него глаз в свое время положила, либо она, ну, не выдержит того, что вы кого-то себе нашли. То есть зависть, либо подлость, либо коварство, но что-то отыграется. И это будет для вас очень неприятным сюрпризом. Но главное сделать правильные выводы. Да? Нормальные люди так себя не ведут. То есть она прям в открытую вам начнет там хамить, дерзить, либо в чем-то вас обвинять. Скажет: ну типа, ты так красива, зачем тебе столько мужиков? Да, отдай его мне. Мне он нравится, я его полюбила. Вы скажете, что дурочка совсем, зачем такие вещи говоришь? Это ж не вещь, да, отдавать. Так, и еще. Девушки, женщины, у кого есть очень болезненная связь с каким-то мужчиной. Достаточно продолжительная и очень болезненная. Напишите, пожалуйста, свои имена в комментариях, я вам помогу. Проведу обряд, тем более я просто вижу, да, что вас ждет, который усилит те события, которые идут в вашу жизнь. Я вижу, что здесь будет момент точки, именно точки. И эта точка, она будет с вашей стороны. Я вижу вашу усталость, я вижу ваше обгрызенное, разбитое, надбитое сердце. И вижу, что вы прям сбросите с себя все эти чувства, всю эту привязанность, знаете, как мороз сбросите с себя. Вот такой день идет, когда вы просто психанете и скажете: все, с меня хватит. Я тебя больше не хочу. Я больше тебя не люблю. И ты власти в моей жизни больше не имеешь. Знаете, как через край. Очередной его какой-то поступок, либо бездействие
приведет вас к вот этой здоровой злобе, которая поможет вам избавиться от этой ужасной привязанности, которая ни к чему не ведет, а лишь только тратит ваши жизненные силы, ваши сердечные ресурсы, ну и ваше время. То есть здесь выход, развязка уже совсем близко. Так, давайте я еще на оракулах вам посмотрю по поводу этого мужчины. Кто будет вас добиваться, кто вас никак забыть не может. Что за человек? Ну и в принципе, чего от него ждать, либо чего ждать вместе с ним. Потому что здесь по-любому кто-то из вас согласится и не прогадает. Так, что за мужчина? Ну, кто он вообще такой, да? Новый мужчина. Вы же так его смутненько помните. Так, ну карты хорошие вышли. Карты говорят о том, что у него много способностей. Карты говорят о том, что он многого может добиться. Человек не материально ориентирован, но деньги ценит, уважает и умеет их добывать. Человек умеет любить по-настоящему. Не болтливый, да, не пустобол, не емеля какой-то. Нормальный, адекватный мужчина. Прекрасный. У него еще очень задатки крутые. Видите, там трезуб есть. Хорошие задатки. Да, он со временем будет хорошеть, как хорошее вино. Раскрываться, расти. И любовь, кстати, его будет крепчать к вам, чтобы вы понимали. Он однолюб. Так, любит путешествовать, очень романтичный. Кстати, у него по судьбе несколько таких серьезных переездов идет. Возможно, и вам с ним придется отправиться в путь к новым берегам, к новым возможностям. Нет, он не оппортунист. Он скорее как чуйкой обладает. Вот куда мне нужно пойти, чтобы жизнь моя была лучше. Ну, хороший человек. Ну, кто-то прям весь мир пропутешествует с этим человеком. Ну и по цветам, девчонки, ну кому-то прям родить от него. Родить, да, потому что цветы – это дети, цветы жизни. Ну, а кто уже не в детородном возрасте, либо не собирается, в принципе, да, бывают такие девушки, которые говорят: все, не хочу, хочу пожить для себя, отражалась. Для вас человек обладает нежностью, таким добрым, покладистым характером, неприхотлив и любит праздники, и вам постоянно будут устраивать праздники. Так, и еще посмотрим на то, что у вас с ним выйдет, что получится. Вообще, что вам ждать? 5 рыбы идут. О, ну шикарные карты. Ну вы видите, да, что получится? Любовь получится. Вы рядом с ним расцветете. Вы наконец-таки себя почувствуете не просто женщиной, императрицей себя почувствуете. Карта бланки вышла. И смотрите, если вы его выберете, если вы согласитесь на него, мало того, что будет любовь, еще будет вот такая замечательная семья, настоящая семья. Не просто вот слово «семья», а вот прожить вместе, рука об руку всю жизнь, да, домик свой комфортный обустроить, да, свое гнездышко свить. Ну, девчонки, хороший мужчина, хорошее гадание у меня вышло, хорошая отсыпка. Карты такие хорошенькие пошли. Я вас поздравляю. Наконец-таки и вам улыбается счастье. Наконец-таки нормальные, адекватные мужчины заходят в вашу жизнь. Главное, чтобы вы не терялись и делали правильные выводы. На этом у меня все. Берегите себя. Счастья вам. Всем пока-пока.